Если можно мне дать вон две книги, да? Есть две книги. Угу. Как раз эти книги Владимир Петрович Ларионов, вот две книги мне подарил в 2002 году, свои книги. И здесь он мне напутствовал, Владимир Петрович, прочитав вот эти книги, понять, да, какое время мы живем и какое время, что нас ждет впереди, да. Вот поэтому у него здесь время забот и надежд. И надежд. Да. Вот. Я с этой книгой ознакомился, и в этой книге очень так даны даже на многие вопросы ответы есть. Ответы. И один из ответов это по языкам дает ответ. Как они ставили этот вопрос, будучи депутатом Верховного Совета СССР, в Верховном Совете ставили вопрос, и как принимали законы о языках, о том, что о национальных языках, в том числе о якутском языке, эвенкийском, скажем, эвенском, юкагирском, чукотском, других языках, конечно, много языков у нас в Российской Федерации, и что они имеют право получать развитие. Здесь Владимир Петрович даже пишет, что, конечно, мы можем разъясняться между собой великим русским языком. Он настолько красив, настолько прекрасен, что всем понятен этот язык. Да? Но в то же время, если когда русскоговорящий человек, да, приезжает в село, якутское село, и начинает говорить на якутском языке, то это очень хорошо воспринимает местное население. И он выглядит просто очень уважительно перед этими людьми. И это его как бы говорит о том, что он высокообразованный человек и порядочный человек, высокопорядочный даже. Вот об этом пишет Владимир Петрович Ларионов в одном из своих статей, здесь, выступлений. И сейчас пришло время, когда тоже сейчас видим, что исчезают наши языки, эвенские не говорят, эвенкийский, юкагирский, чукотский язык, и якутский язык уже в городе Якутске очень мало молодые люди говорят на своем родном языке. И это настораживает на то, что язык может постепенно исчезнуть. И тут есть рецепты, как это дело спасти. Вот. Поэтому настолько Владимир Петрович далеко смотрел, видел, поэтому здесь вот время забот и надежд. А сейчас уже время забот и начинаний. Можно так назвать, время пришло. Здесь надежд, они надеялись, и начинаний. Вот такое время пришло. И поэтому Владимир Петрович Ларионов был очень интересным человеком, да? Очень интересным человеком. Мы с ним, можно сказать, даже что дружили, хотя он мне годился в отцы. И мы друг друга понимали. Он шутку иногда называл меня: Леонид, ты как бы себя называл. Мы все его называли, конечно, сопроматчиком. Он говорил: я сопроматчик по неживым материалам, а вот ты сопроматчик по живым организмам. Да. Я улыбался, почему? Он говорил: изучаешь адаптацию, это и есть сопротивление живых организмов на воздействие низких температур, на воздействие различных факторов природных. Конечно, я от того, что он так говорил, я тогда молодой доктор наук был, ректор вуза, начинающий работать, для меня это был такой большой аванс. Но он тогда даже настраивал меня, что есть Российская академия наук, куда надо стремиться и стать член-корреспондентом Российской академии. Это в 2002 году. А для начинания надо тебе подать в
Национальную академию наук. Вот так он настраивал в 2002 году. Конечно, мне от этого было как-то даже я не мог ничего говорить, возражал, но как будешь возражать, когда так аргументированно говорит, и приятно слушать было, и говорил он, как этот процесс идет, и не могут, каждый ученый, доктор наук может, если у него есть научные достижения, есть идеи, есть в будущем может дать технологии, он может представить свою кандидатуру для конкурса в Академию наук российскую вот. И тогда уже вот, и сейчас, когда я стал член-корреспондентом, вот сейчас президент Академии наук, и вот даже здесь его пожелания есть, я просто удивляюсь, как он 20 лет тому назад глядел и писал, это исполнилось. Вот настолько он вперед смотрел, видел, и просто приходится удивляться. Поэтому я думаю, это для нашего народа было это послание Божье, да, и чтобы наш народ имел такого сына. Наш народ достоин иметь такого академика, такого ученого, который бы нас повел бы, показал бы. И мы сейчас, он первый, кто сумел по сопротивлению материалов, именно по хрупкости материалов стали и так далее, дать рекомендации, и по его рекомендациям начали варить такие стали, которые уже стали менее хрупкими при низких температурах, выдерживали, и прежде всего это сварные швы были. А сейчас уже мы должны как бы смотреть на влияние холода, да, идти дальше, уже не как холодостойкость, а уже использование, холодолюбие уже холоду. Мы должны уже дальше идти, опираясь на то, что Владимир Петрович нам дал. И его жизнь от простого сельского парня от Ломтыки до академика – это подвиг, это форма подвига его. Да. Это его учеба в школе, отличная учеба, это получение путевки, это учеба в МВТУ имени Баумана, закончить с отличием. И тогда в его письмах, которые вот в этой книге отражены, Владимир Петрович в этих книгах, Тапталла Доннорум Дарабаларум, письма Володи Ларионова. Здесь как он пишет, как скучает о своей родине, как он мечтает, чтобы мы, жители такого холодного крайнего севера, да, жили так же, как и в Москве. А для этого надо нам заниматься наукой. Для этого надо нам заниматься индустриализацией, производством, даже варить сталь. Он здесь пишет, студент пишет такие письма. И также он говорит, Якутия – это холодный край, но это наш край, наша родина. Другого-то у нас нету, поэтому мы любим, бережем свой край и должны сделать так, чтобы этот край был благоухающим. Это наука, технологии и, конечно, это бизнес будет делать. Это индустриальные партнеры, и мы в этом, конечно, настраиваемся. И Владимир Петрович здесь пример, и его нету уже много лет уже, а как будто он здесь присутствует, здесь есть с нами, и мы будем отмечать 10 февраля 85 лет его рождения, и мы это сделаем.
это сделаем. И вооружимся мы теми его советами, которые он нам дал, и будем делать по-ларионовски. И добьемся того, что в нашем крае будет все процветать. Как он этого хотел, а это сделаем с помощью, наверное, больших фундаментальных открытий. Они будут. Мы на какое-то время сейчас, мы интуитивно чувствуем, сделают открытие люди, молодые люди, фундаментальные открытия, связанные с криотехнологиями, криознаниями. Уже наши холодовые ресурсы, криоресурсы, будут они исследованы, они будут использованы, и они даже будут оберегаться, сбережение будет. И даже увеличение, получение криоресурсов будет. Это воздействие дальнего космоса, ближнего космоса. Это ядро, это плазма, это кора и, конечно, многолетняя мерзлота. Вот оно. И эта многолетняя мерзлота – это наше. И оно самое, видимо, дорогое, что у нас есть, которое мы должны холод научиться продавать. Продавать и достойно продавать, и получать оттуда доходы, и быть наше население достойно быть, именно в достатке, и жить в таком сообществе, которое бы давало им комфорт. И продолжительность жизни у нас была бы самой высокой. Добились же этого в Норвегии. Добились. А почему у нас не добиться? Мы можем этого. В Норвегии сделали это благодаря науке, знаниям. И мы тоже сделаем. Для этого у нас есть все. И есть пример для подражания. Это Владимир Петрович Ларионов, великий академик из нашего народа.